Де ж народу? Треба туди трошки віднести, тому що тут і так буде шумати. Я понимаю, он пришел мне наказ дать. Значит, ситуация зараз такая. У Москве каля Верховного Совета РСФСР отбывся митинг, где собралося 1 000 000 человек. На бок демократов и на бок Ельцина еще до митинга перейшли Розанское учение десантных войск и Таманская дивизия. Зараз они окружили Верховный Совет РСФСР, танками заняли круговую оборону. Сегодня вы молчите, завтра вас отдадут приказ стрелять свой народ, ваших отцов, матерей, братьев, сестер. Выбор надо делать сегодня. Вы не давали присягу защищать номенклатуру КПСС от гнева народа. Мы не имеем юридического права выполнять приказы, исходящие от неконституционного органа, отстранившего от власти президента СССР. Бюро ЦК КПБ теперь выступило с заявой о поддержку хунты. Сказать, где находится Станислав Станиславович Шушкевич, я не могу, как, мабуть, и все остальные мои коллеги, но сегодня мы его не смогли найти в Верховном Совете для того, как провести перемовы. Уважаемая громада, опошние месяцы мы жили двумя головными проблемами. Это департизация и суверенитет Беларуси. Як проходила у нас департизация, вы бачили и чули, коли глядели трансляцию 4-й сессии Верховного Совета. Коли тут стоят рабочие заводов, то яны бачили, як гэта адбывалася у іх на прадпрыемствах. Як партакратія бараніла сябе, сваю шкуру, свае месцы, свае крэслы. І яны у Беларусі адстаялі свае крэслы, адстаялі свае месцы. У той же час Ельцин выдаў загад аб дэпартызацыі, і крэслы пад імі моцна захісталіся. І у выніку пайшло тое хваляванне, якое прывяло да такога бездарнага, несумленного, брыдкого перевороту. Теперь об союзном договоре и об суверенитете. Так, той союзный договор, який был подрыхтованы у Новогорове, был компромиссный. Але компромисс был за кошт республик. Фактично, это был договор, коли б его подписали, колониальный. Ён нам принес только шкоду. Але тое, что пропоновала хунта, это увогуле не колониальный нават статус, это статус оккупацийный. Не выпадково вядомый скоморох Жириновский выступил и подтримал хунту. Який гонор для хунты? Потому что тут уже не было справы ни об культуре, ни об экономике, ни об неких правах, ни увогуле об самой Республике Беларусь. Вынік был бы такие, был бы Паўночна-Заходний край и губернии, з яких скубли, яны так думали, что можно было скупать, так как думая Жириновский. Но Жириновский может быть человек хворый, а яна ему задавали питання так само, як ваше здоров'я, ви глядели вчора передачу. І так само сумніваються, чи здоровий це чоловік. Тут и приводили шмат аргументов, что коли мы подпишем этот договор, что мы шмат губим, что мы не выйдем ни с Чернобыля, что мы не полепшим наше якое життя, ни нашу экономику. Вы ведаете эти аргументы, мы не раз про это говорили. И вот мы тогда вернулись до Дементея,
тому что старшиня Верховного Совета проявил инициативу, как подписать договор 20 жнивня, а вы ведаете, что Беларусь збиралася 3 вересня подписывать. Им вельми картела худшей усунуть голову в пеклю. И вот мы, народные депутаты, пошли до шановного господаря Дементея и выклали ноту протеста. И он вельми был за то, что тут же треба подписывать договор, что он дзейнічае законно, что он не порушал постанову Верховного Совета Республики, она была порушена. Мы пропановывали, как перш, чим, покуль не будет принята Конституция, покуль не будет принятый закон о громадянстве, ніякого договору не подписывать, так як робить Украина. В этом же здоровый сенс. Не, шановный господар Дементей и слухать не хотел, так ему хотелось хутчэй подписать договор, а головный был инициатор. И литерально праз день, литерально отбылся путч. И та же самая группа в большем складе народных депутатов пошла до шановного господара Дементея, как выразить свои отношения до этой хунты. И что ж почули? Почули, что шановный господар Дементей, подкрывливая хунту, ну это цалком законно, что яна имела право, так сказать, он по Конституции дзейнічаў и так далее. Так вот, шановные громада, шановные суячыннікі, вельми соромно. У кожной нации, у кожной державы, коли есть выбранный человек, и он старается адчуваць обовязки, якія за его спиной, обовязки перед народом. Як бы там ни было, але калі табе даручылі пасаду, які б ты ни был, памятай, что на тебе глядят и за тобой бачаць увесь народ. И як соромно, что у нас такие люди, якія гэта не адчуваюць абсолютно, что нема ніякага адчування. Як можно так менять на протягу дня свои погляды, и можно их 100 раз изменять. Памятаете? Выступив каля позиции на первой сессии, пропоновала принять декларацию о державном суверенитете. Який був лямонт, який був крик. И раптом поменялась там политика, нечто там комбиновали в Москве и вырашили дать усім суверенитет. Одразу господар Дементей изменился и стал таким суверенным, что никто не ожидал. Потом, когда почали размовлять об том, что нам не годится текст такого договора, он зусім изменил свою позицию. Теперь он хотел подписать той текст Новогоровского договора, а когда пришла хунта, и он изнову изменил свою позицию. Это уникальный человек. Это просто это, як кажуть, тип, якого треба вибучати. Вместо Ленина поставите. И все ж таки соромно. Вельми соромно, что Беларусь не мая своей политики. Ни внутренней, ни внешней. Больше того, у чым причина? Может быть, он и не древний человек, только может быть не на своем месте. Может, на своем месте он был добрым человеком. Но справа в том, что этот человек, это цацка у руках тых органов, якія сапраўды кіруюць гэтым чалавекам і гэтым прэзідыумам і гэтай партакратай. І гэтыя органы знаходзяцца вось там, на вуліцы Карла Маркса. То, что мы зараз убачили в связи с этим переворотом, это началось с 17-го года. У 17-м году было докладно то же самое. Докладно то же самое. 73 годы нас загоняли у землю. Миллионами загоняли. И когда нарешті народ, поднявшись с коленяў, затістались ихние креслы, и они хотели повторить то же самое, что было в 17-м году. Что им наше життя обходит, наша кровь обходит, наше спокой обходит. И они только говорят об консенсусе, об отсутности конфронтации, об народном добробыте, что только они не говорят. Что только они не говорят на демократию, на народный фронт. Они рвутся к власти, будут там стрелять всех коммунистов. Кого стрелять? Кого стрелять? Вот кто стреляет. Загинул уже один человек у Прибалтицы. Нават за гэта уже подсказывают, что 2, хотя бы 1 кропля человечей крови невинной, не вартая усей ихной паскудной политики. А они ведут ее, ведут танками, ведут кулеметами, и они не думают про наши житті. И они думают, как утриматься хоть трохи каля влады. И великая гора нашего народа, что гэтая компартия, якая існуе уже 73 годы в республике, она антинародная. Нават у Литве, нават у Молдавии, там есть компартии, но мы хоть мову свою ведаем.
Яны хоч неяк, ну, хоч громадян, не супроць громадянства. Яны хоч неяк стараюцца, так как ну, ёсць нешта за душой. Тут же нема нічога. Ну давайте праглядзім усю гісторыю, пачынаючы з 30-х гадоў. Хто прадаваў мільёны наших людзей? Хто іх заганяў у курапаты? І разам жа грызлі себе як павукі. І разам жа, это ж закон крымінальнікаў. І разам. Хто гэтых людзей пагнаў у курапаты? Далей. Хто знішчыў нашыя школы, нашу культуру? Хто разбурыў нашыя помнікі? І цяпер хто выступаў супроць той жа перабудовы, супроць рэформу, супроць того, каб даць зямлю сялянам, супроць того, каб увесці закон аб грамадзянстве? Хто выступаў? Яны, вы іх чуеце, бачыце на сесіі Верховного Совета. І вось настаў час, калі да ўлады хоча прыйсці гэта крывавая хунта. Што трэба рабіць людзям, якія аб'яднаныя ў гэтую партыю і прэтэндуюць быць авангардам? Што трэба рабіць? Так вот, апошняя навіна принесли зараз со страйкама. Бюро ЦК КПБ теперь выступило с заявой у подтримку хунты. Можно их повіншаваць гістарычнай заявой. Сапраўды, тут уже нічога не скажешь. Палітика простая, як аглобля. Кожному зразумела. Як кажуть, двох выводаў быць не можа. Шановная громада, я мяркую, што мы павінны не толькі хадзіць на плошчу і выражаць такім чынам свой незгоду. Вы памятаеце і ведаеце указ Ельцина, які учора быў прыняты, дзе ён звяртаецца як кіраўнік дзяржавы да ўсіх рабочых, звяртаецца да ўсіх людзей, выразіць свой пратэст у бестэрміновай забастоўцы. І гэта звяртаецца кіраўнік дзяржавы. Чаму ён так звяртаецца? Таму што усе спосабы у абарону Канстытуцыі, у абарону нашого жыцця, у абарону законаў, накіраваныя супроць хунты, справядлівыя і законныя. Мы можем и баставаць, и выступать, и мы правы, потому что мы обороняем Конституцию, закон, наше право. И не треба их бояться. Хай они нам не погрожают, хай приймають свои заявы у підтримку хунти, лава для подсудних буде широкая, усе поместятся.